بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Дорогие друзья, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы начнем, иншаллах, первый урок арабского языка, который коротко называют мединский курс, а именно уроки арабского языка для неговорящих на нем. Дурусу лугат аль-арабия ли гайри натикина биха. На наших видеоуроках мы будем использовать цветную версию учебника, что делает процесс более привлекательным и интересным. Почему мы выбрали именно мединский курс? Во-первых, данный курс, будучи испытываемым и тестируемым на протяжении 40 лет, имеет отличную репутацию в области изучения арабского языка. Во-вторых, курс довольно краткий, состоит всего из 3 книг, каждая из которых не является большой по объему, но обширна по охвату. Данный курс сочетает в себе современную арабскую лексику с исламской терминологией в том виде, в какой она используется в Коране и Сунне. Мединский курс охватывает все основные грамматические правила арабского языка. Единственным условием данного курса является знание арабского алфавита, чтение и письмо на начальном уровне. Итак, начнем наш первый урок. Прежде чем начать мединский курс первого тома, первого урока, мы вкратце хотим ознакомиться с некоторыми понятиями, как огласовки, харакят. Харакят – это, или же огласовки. Строго научно говоря, в лингвистике есть такое понятие, как диакритические знаки. Проще говоря, это знаки, которые выражают гласный звук. Есть у нас такие огласовки, как фатха, передает звук а, в зависимости от твердых букв. Если твердая буква, то передает звук а. Если буква не является твердым, то передает звук между а и То есть фатха пишется над буквами. Тут даны примеры. Допустим, буква Б и сверху стоит фатха, передает звук Б. Буква Алиф и сверху стоит фатха, передает звук А. Есть также кясра. Кясра передает звук И или же И передает звук перед твердыми буквами. В арабском языке их 10. Допустим, одна из них буква Каф. Если буква Каф будет писаться через кясру, то будет передавать звук Ки. Здесь даны примеры Би и Алиф И. Также есть дамма, передает звук, гласный звук У. Пишется над буквами Бу, допустим, Б плюс У, Бу, Алиф плюс У. Также есть такое понятие, как шадда, есть другие диакритические знаки. Шадда означает удвоение буквы. Она пишется над буквами, допустим, пример Абба. Есть также понятие, как сукун, отсутствие гласного звука. Также пишется над буквами, допустим, аб. Танвин фатха, танвин касра, танвин дамма. Танвин вообще передает звук н. Если танвин фатха, то пишется над буквами, передает звук как ан или н. Опять же, в зависимости от твердых букв. Если это твердая буква, то передает звук ан. Если это мягкая буква, то передает звук между а и То есть, допустим, буква Б не является твердым в арабском языке, поэтому передает звук через а и Бан. Танвин касра бин, танвин дамма бун. На нашем видеоуроке, в первом уроке мединского курса первого тома, мы познакомимся с указательным местоимением, указательное имя хада.
Хада. Хада – это исму ишаратин. Есть определение, пояснение. Хада исму ишаратин, то есть это указательное имя. Лиль муфрат для единственного числа. Аль-мудаккар для мужского рода. Аль-кариб на близком расстоянии. Аль-акиль для разумного. Гайра акиль для неразумного. Это хамза. Хамзатуль истифхам. То есть вопросительная хамза. Что это? Харфу джавабуху, буква частица, ответ на нее. Наам переводится как да. Ля переводится нет. Ау или. Ман кто? Исмуль истифхам вопросительное имя. Лиль акиль для разумного. Анвауль кельма части речи. Аль-исм имя. Аль-фиаль глагол. Аль-харф предлог. Тут в принципе дается пояснение к указательному местоимению хада. Хада исму ишаратин лиль муфрат аль-мудаккари аль-кариб аль-акиль ва гайра акиль. То есть указательное имя хада лиль муфрат для единственного числа, аль-мудаккар мужского рода, аль-кариб для близкого расстояния, аль-акиль ва гайра акиль. В русском языке есть такое понятие, как одушевленный и неодушевленный предмет. В арабском языке такого понятия нету. В арабском языке есть разумное существо и неразумное. То есть люди, да, то есть так как люди обладают разумом, а все, что, так скажем, не является людским, да, то есть все, что не является, допустим, животное, нельзя сказать, кто это. В арабском языке животное будет неразумное существо, поэтому нужно говорить гайру акиль. Хада – это указательное местоимение для единственного числа мужского рода, близкого по расстоянию, сказали, разумного и для неразумного существа. Ма – вопросительное имя именно для неразумного, а ман переводится как кто. Вопросительное имя именно для разумного существа. Теперь перейдем непосредственно к нашему курсу. Ад-дарсуль ауаль, первый урок. Хада – это. Хада бейтун – это дом. Хада масджидун. Хада бабун. То есть каждому предложению указан рисунок. Хада бабун – это дверь. Хада китабун. Хада каламун. Хада мифтахун. Хада мактабун. Хада сарирун. Хада курсиюн. Вопросительная частица. Ма хада. Ма хада. Что это? Ма хада. Хада бейтун. Что это? Это дом. А хада бейтун, как мы говорили в начале урока, вопросительная частица. Хамзатуль истифхам переводится как на русский язык частица ли. То есть хада бейтун, дом ли это? Наам, хада бейтун, да, это дом. Ма хада, что это? Хада камисун, это рубашка. Ахада курси, ахада сарирун, стул ли это? Ла хада курсиюн, нет, это стул. Ахада мифтахун, ключ ли это? Ла хада каламун, нет, это ручка. Ма хада, что это? Хада наджмун, это звезда. Тамринун ауаль. Тамринул ауаль. Первое упражнение. Тамрин переводится как упражнение, первое задание. Ма хада. Здесь нужно ответить на вопросы. Ма хада. Хада мифтахун. Что это? Это ключ. Ма хада. Что это? Хада китабун. Ма хада. Хада. Нужно отвечать. Хада каламун. Ма хада. Что это? Хада бабун. Ма хада. Что это? Хада бейтун. Ма хада. Что это? Хада курсиюн. Это стул. Тамрин. Второе упражнение. Тамрин thani. Здесь нужно ответить на вопросы. Здесь
задают вопрос «Ахада бейтун» – «Дом ли это?» Нужно сказать «Ла» – «Нет». «Хада» – «Масджидун» – это мечеть. Второй вопрос «Ахада мифтахун» – «Ключ ли это?» «Ла» – «Хада» – «Калямун» – это ручка. «Ахада камисун» у нас спрашивают «Рубашка ли это?» Нужно ответить «Наам». «Наам» переводится как «да». «Наам хада камисун». «Ахада наджмун» звезда ли это? «Наам хада наджмун». Да, это звезда. Тамрин талиф. Третье упражнение. Здесь нужно икра прочитать, вактуб и переписать. Хада мактабун. Обратите внимание, здесь уже даются слова без харакятов. То есть арабам проще читать слова без харакятов. Харакяты немножко усложняют. Да, на начальном этапе даются харакяты для того, чтобы лучше запомнить. После того, как слово запомнили, оно уже пишется без харакятов. Хада мактабун. Хада масджидун. Хада каламун. Хада сарирун. Ма хада, что это? Хада курсиюн, это стул. А хада бейтун, дом ли это? Ла хада масджидун. Нет, это мечеть. Ма хада, что это? Это ключ. Хада мифтахун. Следующий вопрос. Ман хада. То есть вопросительная частица. Ман переводится кто. Здесь задается вопрос именно конкретно для людей. В арабском языке мы сказали, есть разумное существо и неразумное. То есть есть люди и не люди. Ман хада. Кто это? Хада табибун. Это врач. Ман хада. Кто это? Хада валадун. Это ребенок. Ман хада. Кто это? Хада талибун. Талибун дословно переводится тот, который требует знания. То есть талиб можно перевести как ученик или же как студент. Ман хада. Кто это? Хада талибун. Это студент. Ахада валадун. Ахада валадун. Ребенок ли это? Ла хада раджулун. Нет, это мужчина. Следующий вопрос. Ма хада. Что это? Хада масджидун. Это мечеть. Ман хада. Кто это? Хада таджирун. Таджирун, бизнесмен, торговец. Хада кальбун. Это собака. Ахада кальбун. Собака ли это? Ахада кальбун. Ла хада киттун. Нет, это кошка. Хада химарун. Химар – осел. Ахада химарун. Ла хада хисанун. Хисанун – лошадь. Вама хада. А что это? Хада джамалун. Это верблюд. Обратите внимание, на русском языке мы задаем, кто это? Это верблюд. В арабском языке будет, что это? Так как одно животное относится к неразумным существам, поэтому арабский язык делает акиль, разделение такое акиль и на гайру акиль. Хада, ма хада, что это? Хада дикун. Кто это? Это петух. Ман хада, кто это? Хада мударрисун, это преподаватель. А хада камисун, рубашка ли это? Ла хада миндилун, нет, это платок. Миндиль переводится как салфетка или же платок. В следующем задании нужно просто прочитать и переписать. Икра вактуб. Ма хада. Что это? Хада калямун. Это ручка. Хада кальбун. Это собака. Ман хада. Кто это? Хада табибун. Хада джамалун. Ахада кальбун. Ла хада киттун. Ахада дикун. Наам. أهذا حصان لا هذا حمار هذا منديل
Ахада валадун? Наам. Ман хада? Хада раджулун. На этом первый урок мединского курса первого тома подошел к концу. أقول هذا ونستغفر الله ونتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.